Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о духовных ценностях. Понятие это довольно широкое, потому что здесь и любовь к родине, любовь к своим близким, почитание родителей, почитание старших. Это знание истории своей страны, это возрождение имен. То есть это понятие действительно очень и очень широкое. Мой путь к вот таким духовным ценностям, он начался приблизительно лет 5 назад, когда я работала на 7 канале. Располагалось это здание по улице Ауэзова. Так вот, рядом с нашим офисом стоял такой неприметный деревянный дом. Позже я узнала, что именно там находится музей Сакена Сейфуллина. Когда я в него вошла, что-то изменилось во мне. Потому что, во-первых, мне очень повезло. Меня в этом, так скажем, путешествии сопровождал гид, женщина, которая была совершенно влюблена в свою профессию. Она была совершенно влюблена в Сакена Сейфуллина, увлечена его историей и увлекла этим меня. И тогда я поймала себя на мысли о том, что практически совсем не знаю ничего о людях, чьими именами названы наши улицы. Да, я знала, что Сакен Сейфуллин – это замечательный поэт, политик, революционер. Даже читала его поэму «Красный конь», но, собственно, на этом все мои познания о Сакене Сейфуллине заканчивались. Я не знала ни истинной истории его жизни, ни трагедии его жизни. Точно так же, как и не знала практически ничего об Алихане Бөкейханове, о Миржакыпе Дулатове. То есть я знала все поверхностно. И поняла, что таких, как я, очень много. Таких, которые закончили русскую школу, учились во времена Советского Союза. И в наших учебниках по истории этим людям было уделено буквально несколько строк. Чуть позже я заметила, что на телевидении практически нет проектов, посвященных этим людям. И на тот момент, а это было, как я уже говорила, 5 лет назад, никакие телеканалы не хотели брать в свой эфир вот такой контент, считая его неинтересным, непопулярным, не рейтинговым. Но, в общем, несмотря на все эти трудности, вот у меня появилась идея, желание изучать историю, возрождать эти имена, потому что я понимала, что наличие белых пятен в истории, того, что мы еще не осознали, не восстановили некую историческую справедливость, и до тех пор, пока мы это не сделаем, мы не сможем, и я в том числе, и очень многие мои ровесники, которые тоже, как я, знали эту историю поверхностно, мы не сможем как-то двигаться дальше и правильно уже преподносить эту историю своим детям. В общем, несмотря на то, что телеканалы не изъявляли большого желания заниматься и давать в эфир такие проекты, я не сдавалась. И в итоге вместе с телеканалом Хабар мы все-таки этот проект запустили. Я думаю, что многие из вас видели этот проект, он называется «Тайны судьбы имена». И за 5 лет совместно с Хабаром мы выпустили практически 100 фильмов, посвященных нашим выдающимся личностям. А сегодня я хотела бы поговорить с вами именно о своей последней работе, потому что для меня Рухани Жаңғыру и этот человек, которому я посвятила 3 своих последних фильма, это была целая трилогия, 3 документальных фильма. Вот без него Рухани Жаңғыру и духовные ценности для меня не существует. Для меня вот этот человек – символ некого духовного возрождения, потому что говорить о духовности, говорить о принципах, по которым необходимо жить, этот человек начал еще в середине, в конце XIX века. Безусловно, я думаю, что вы догадались, о ком я говорю. Это, конечно же, Абай Кунанбаев. Вот раньше, когда мне говорили «Абай велик», мне кажется, я не до конца понимала смысл этих слов. Я думала, Абай велик. А почему он велик? Да, он прекрасный поэт. Да, слова назидания – это интересно. Да, он талантливый композитор. Но почему он велик?
вот сегодня я бы хотела рассказать вам, как я вот в своей работе пришла к пониманию величия Абая, и как сегодня я его понимаю, и как оцениваю его вклад в формирование, так скажем, нашей какой-то национальной духовности и нашей национальной идеи. Представьте себе, на дворе 1845 год, это как раз год, когда родился Абай. Что происходит? А происходит то, что Казахстан переживает крайне тяжелое время. Полным ходом идет присоединение казахских земель к могущественному, очень сильному соседу Российской империи. Где-то на юге еще продолжаются национально-освободительные восстания, в том числе под предводительством Кенесары Касымова, но уже буквально через 2 года, в 1947 году, это восстание будет подавлено, а Касымов убит. И вот представьте себе, полностью идет смена всего, то есть система управления страной, отменяется ханская власть, все меняется полностью уклад жизни казахов, к чему они привыкли. Наступает глубокий кризис экономики. Люди не знают вообще, как они будут дальше жить, куда двигаться, что делать. Это было, не знаю, пожалуй, вот одно из самых таких сложных и непонятных времен в истории. И как раз вот в это сложное время появляется Абай, и он показывает путь своему народу, он дает направление, он говорит о том, как надо жить, что делать и куда идти. То есть Абай прекрасно понимает, что кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. Царизм будет по-прежнему нахрапом устанавливать свою власть, любое сопротивление будет жестко подавляться, и в результате будет только проливаться невинная кровь. Что делать тогда? И тогда Абай говорит своему народу: надо растить свою силу и знаний. Нужно делать все для того, чтобы следующее поколение выросло более образованным. Путь и развитие любой нации возможно только через образование, постоянное самосовершенствование, постоянное развитие. Он говорит о том, что нужно изменить все. Нужно изменить привычный уклад жизни, нужно отказаться от праздного образа жизни, нужно изменить свое понятие о том, что ценно. Хватит гнаться за количеством скота. Нужно наращивать силу и становиться сильными именно благодаря образованию, благодаря знаниям. То есть, и он тогда говорит, что достичь этого можно, то есть держа в единении ум, сердце и волю. Вот эта формула абаевской философии на самом деле совершенно уникальна. По сегодняшний день философы бьются над мыслью, что нужно сделать человеку для того, чтобы стать счастливым. Вот что? Каким надо быть человеком? Нужно быть, рациональным и волевым, или нужно быть открытым, любящим, добрым? Каким надо быть? А Абай говорит о том, что как раз-таки нужно в себе соединить ум, сердце и волю. То есть если человек умен, но не добр, то его ум не будет служить добру. Опять-таки, даже если человек очень добрый и сердечный, но у него не хватает разума, то тоже все, что он делает, бессмысленно. И никакие мечты и никакие планы у человека не реализуются, если у него нет воли. Имея ум, сердце и волю, именно эти 3 составляющих, говорит Абай, ты к цельности редкой придешь без труда. Вот мне кажется, это и есть такая национальная идея и национальная философия — быть разумным человеком, волевым человеком, жить разумом, но слушаться сердца.
Вот это просто, на мой взгляд, совершенно гениальная идея Абая по сегодняшний день. И, безусловно, я очень хочу сказать о его творчестве. Это сегодня мы привыкли слушать песни Абая, Куземнел Карасе и так далее. То есть мы без них не представляем своей жизни. Это песни, которые сопровождают нас в застольях, на наших мероприятиях. Это то, что мы слышим по телевизору. Ну, представьте себе, в конце XIX века это было то, что просто взорвало, так можно сказать, культурный мир Казахстана. Потому что были до этого только терме. В абайских песнях, это сегодня нам кажется, что это такие простые мотивы и такие простые слова. На самом деле нет. Абай собрал воедино казахскую национальную музыку, собственно, как и в своих произведениях поэтических, собрал воедино национальную музыку, добавил туда что-то от русского романса, и восточную музыку. И вот только соединив вот эти три направления, создав вот эту коллаборацию, появились песни, которые мы сегодня все знаем и любим. Но тогда, в конце XIX века, далеко не все сразу приняли эти песни. Старшее поколение, оно вообще их не понимало. И только молодежь мгновенно, можно сказать, подхватила эти песни. То есть тогда это стали совершенные хиты. И сегодня для нас уже это настоящая классика. Поэтому, безусловно, Абай Абай сотворил совершенную революцию в музыкальном мире, в поэтическом мире, в философском мире казахов. Поэтому, безусловно, он достоин всех самых высоких похвал. Сегодня мы очень много говорим о правах женщин. Но вот тогда, в конце XIX века, впервые первым о правах женщин начал говорить именно Абай. В 1885 году в местечке Карамула на берегу реки Чар было подписано Чарское положение. Это было создано тогда и подписано Ереже, свод законов степи. Что это такое? Это необходимо было создать такие законы, которые бы не противоречили праву Российской империи, но при этом, чтобы продолжал существовать суд биев. То есть это тоже должна была быть некая коллаборация. И тогда впервые Абай, кстати говоря, на этом съезде, где участвовали практически представители всех трех жузов, он был тобибием, то есть главным бием. И тогда он предложил, он тогда был молод еще и такой реформатор, он впервые тогда обратил внимание на положение женщин. И именно благодаря Абаю там появились такие параграфы, согласно которым женщина имела право теперь не выходить замуж, если она не хочет. Она имела право не выходить замуж по закону о менгерстве. Я думаю, многие из вас знают, что это такое, да, закон о менгерстве, когда если старший брат умер, да, любой, старший, младший, неважно, в семье умер муж, там женщина не имела права там вдовствовать или выходить замуж за мужчину из другой семьи, она должна была оставаться в семье и выходить замуж либо за его брата, либо за дядю, и так далее. Вот. Так вот, теперь она имела право не выходить замуж по закону о менгерстве, и тогда впервые за убийство женщины, за насилие над женщиной было положено очень серьезное наказание. Не смертная казнь, но штраф огромный. То есть семья виновного могла всю жизнь не рассчитаться с родственниками погибшей. И, безусловно, это очень сильно повлияло на положение женщины в степи и на ее права. Если почитать последние слова назидания Абая, в котором он говорит о том, что «не знаю, люблю я казахов или не люблю». С одной стороны, наверное, если бы я
их не любил, мне было бы не важно, как живет и чем живет этот народ. С другой стороны, если бы любил, я, наверное, как-то бы находил оправдание тому, как себя народ ведет, находил оправдание там где-то коррупции, где-то вот такому отношению к жизни потребительскому. И в целом, когда вот изучаешь его жизнь, чувствуется, что уходил он из этой жизни с чувством глубокого разочарования в обществе, в котором он жил. Ему казалось, что его не понимают, что все, что он делает, это бессмысленно, что народ не прислушивается к мудрым советам, не прислушивается к мудрым словам, продолжает жить, заботясь лишь о поголовье скота. И вот как бы трагедия жизни Абая, она как раз вот в этом, в том, что ему кажется, что все, что он делал, это все бесследно исчезло. Но он, уходя, не знал, что на самом деле к этому моменту все его слова, все его стихи уже давали всходы, потому что росло новое поколение. И это поколение было именно таким, каким мечтал Абай. И именно благодаря Абаю в Казахстане сформировалась плеяда казахской интеллигенции, и в том числе представители партии «Алаш», которые росли именно на идеях Абая. Они воспитаны Абаем. То есть если есть такое выражение «все мы вышли из шинели Гоголя», да, то вся Алаш-Орда вышла из шапана Абая, если можно так выразиться. И тот, кто занимается изучением деятельности Алаш, он обязательно поймет, изучая их труды, изучая их политические идеи, что все это как бы взято из идеи Абая. Вот, поэтому это очень важно, потому что они выросли именно такими, как мечтал Абай. Они знали несколько языков, они учились и в российских вузах, то есть для них обучение это было целью номер один. Они прекрасно разбирались в юриспруденции, они знали литературу, историю. И самое главное, это были те люди, для которых интересы собственной страны были гораздо выше интересов их семьи или личных интересов. То есть как раз-таки новое поколение выросло такими, какими их хотел видеть наш Абай. Поэтому, безусловно, роль Абая в становлении, формировании духовных ценностей казахов была очень велика. Ну а посмотреть фильм об Абае вы можете на Ютубе. Там уже 3 серии мы выложили. Называется «По следам Абая». Находите, смотрите, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо.